Ці нацыя стварае нацыянальную ідэю, ці нацыянальная ідэя стварае нацыю. Глупством тут займаемся вот с этими пошуками нейкай нацыянальнай ідэі. Ну, глупством. Там і навінкі з санітарамі. Где проститутки беларускія. А мы вот зараз, да, вот сейчас будем ведаць. Там, ведаеш, казаць, а Касцюшка гэта наш, там, ну такі дзецкі сад. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Месца беларусаў у сусвеце. Циником выступаете все. Идея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучая ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наша сённяшняя госця. Я звычайна там пералічваю розныя там рэгаліі, там вот як там, што там. А тут я скажу проста. Выбітная Кася Камоцкая. Добрый день, Кася. Да, добрый день. Я хочу сказать, что когда мне зателефонаваў Лукашук, я кажу, ну ясно, до мяне дайшла чарга. То есть, когда уже дайшла чарга до музыкаў, это уже... То есть, я же у тебя прохожу по рангу музыкаў, не глядячи на то, что по адукации я далёка не музыкант. Философ. Нет, я не, ну, по адукации так, але просто, что... Ну, вот коли про музычное что-то казать, вот Камоцкую запросить. А вот коли на какие-то серьезные темы, нет, там надо серьезных людей. Не, Кася, ведаеце, калі мы запросили сюды вот Юлію Чарняўскую, і яна пачула, пра што вот мы вот чаму яе запрашаем, яна сказала: «О, дзякуй Богу, што запрашаеце мяне па маей спецыялізацыі, а не як жонку Юрыя Зісера». Таму, Кася, я запрашаю вас як музыку, канешне, але найперш як філосафа. І таму як да філосафа у мяне менавіта і было падрыхтаванае першае пытанне. Яно ў тым, вот на вашу думку, мы вот не глупством тут займаемся вот с этими пошуками нейкай нацыянальнай ідэі, бо ёсць і такое меркаванне. Правду сказать? Вот правду. Мы уже готовыя да ўсяго. Правду глупством. Бо гэты панятак існуе зараз толькі як філасофскі, так скажем, філасофскай навукі в сацыялогіі існуе толькі в расійскай філасофіі гістарыяграфіі, фактычна, а ва ўсіх астатніх культурах ён застаўся, ну, дзесьці на пачатку мінулага стагоддзя. Ну, калі нават не раней. Тым больш, што калі... Так кажуць же, што беларусы спозненная нацыя. Вот у іх там вот застаўся там дзе-то, а мы вот спазніліся і оп, тое, што ўжо ўсе дзе-то згубілі і забыліся, а мы вот знайшлі па дарозе наперад. Ну, так трэба же не шукаць по дарозе наперад, а вучыцца чамусьці. І, ну, ладно, давайте пачнем спачатку з вызначэння паняткаў, так? Калі там, што такое, ну, нацыянальная ідэя, да? Калі гэта, як скажем, сканцэнтраваная нацыянальная самасвядомасць, то тут зноў, як в слове нацыянальная ідэя, словазлучэнне, так і нацыянальная самасвядомасць прысутнічае слова нацыя. Таму мы мусім казаць зараз не пра нацыянальную ідэю, а пра беларускую нацыю. Што вельмі балючае пытанне, як для мяне асабіста. Мы тут вяртаемся да пытання ізноўку, якое вот было цягам 2 папярэдніх гадоў. Так ці ёсць беларусы як нацыя? Не. Я прапаную, значит, задаць такое пытанне. Ці нацыя стварае нацыянальную ідэю, ці нацыянальная ідэя стварае нацыю? О, закруціла. Глубоко. Чаму глыбока? Это просто вот якраз таки по гэтай тэме, бо я слухала ваши праграмы. І весь час круціцца все вакол таго, што нацыянальная ідэя стварае нацыю. Сябры маі, мы гэтым займаліся на працягу, асабіста я, на працягу, ну, я не ведаю, 30 гадоў. Я думала, што нацыянальная ідэя можа стварыць нацыю. Ніфіга. Гэта мілы ідэалізм, з якім надо было развітацца падчас романтызму, які праходзілі все народы.
Окей. А тогда нация стварает белорусскую... Выкрысталізоўвае. Не стварае, а выкрысталізоўвае. То есть ствараецца нацыя, а потом яно як бы абагульняецца, выкрысталізоўваецца альбо ў нейкім творы, альбо там нейкім філасофскім там нейкім, это тое самае, што там першае ясна, там курыца альбо яйцо, але это мы на якіх пазіцыях стаім? Матэрыялізма альбо ідэалізма, вот самые такие звычайные. А вот у нас тут был Томас Венслова, вот, Ведаю, да. и ужасный. И он сказал, что на самом деле не так важно, как много людей слушают то, что говорят философы, интеллектуалы, потому что в конечном итоге народ будет говорить то, что ему говорят его интеллектуалы. И никуда народ от своих интеллектуалов не денется. То есть, вот как бы 30 лет вот эти самые интеллектуалы рассуждали про бело-червоно-белый стяг. Кася Комодская, давайте вот уже не обогульнять, а конкретно. Вот вы говорили про бело-червоно-белый стяг, и вы-то говорили там для аудитории, условно говоря, там 100, 200, 300, 400, 500 человек. Условно говоря, вот аудитория, люди, которые могут... Они все помещались 25 соковика в Чебуречку. Нет, в Палац культуры профсоюзов. Нет, в Чебуречку. Нет, в Чебуречку самые мощные помещаются в 12 часов ночи. Я пару раз был, я видел, это как будто свет. Вот. Поместился. Я влез там как по головам уже. Вот. Ну и что вы 30 лет это говорите, и как бы они их не слушают, но все равно, когда они начнут выкристаллизовываться, когда они начнут собираться, они все равно возьмут все, что у них есть, у вас. Все правильно, потому что просто больше брать нема чего. Коли брать сегодняшний... Не, почему нельзя брать ничего? Я расскажу, коли брать сегодняшний день, да, чему выбран бело-червоно-белый стяг. Он выбран не тому, что 30 гадоў про его весь час гундосили на вузкое коло людей. А тому что іншага нема. Разумеешь, нема іншага. Зеленый ты не возьмешь, ніяк. А можно украинский взять? Для этого треба быть украинцами, усведомливать себе украинцами. Да, можно. Но для этого уже треба быть украинцами. Французский можно, флаг так свободы. само, да. Я згодна. Можно взять увогуле некий нейтральный. Американский флаг, он вообще не про этничность, он просто про свободу, да? Можно. Я кажу, для этого треба себе усведомлять с теми. А белорусы себе, я маю на увазі в широкой массе, никим не усведомляются. Так можешь было себе придумать там... Это долго, пробачьте, это думать надо. Да, очень просто. И там, не знаю, белое полотнище, на нем этот самый профиль. Ты вот думаешь, так вот с нуля легко придумать? Чему вот зараз столько стягов районов, они придумали вот нечто вот такое вот зусім вот такое. Придумали штосьці с выкарыстаннем падмурка бел-чырвона-белага сцяга. А там уже табе и голодеды, и там и новинки с санитарами. Окей. Значит, они просто от безысходности взяли. Да, напевно, не от безысходности, нет. Все ж таки нельзя так сказать. Я думаю, что взяли от того, что это есть, уже есть, так? Взяли от того, что это уже есть, это не безысходность. Але усведомление, что взяли и на что взяли, нема. Это первый человек, який, я так думаю, что погодится со мной, что я вот подозрюю, что все эти люди зараз большасць, скажем, взяла бел-чырвона-белы сцяг не тому, что это для их каштоўнасць, а тому, что это знак протесту. Безумоўна. І вот якраз таки каштоўнасць з'яўляецца ад усведамлення, што гэта, навошта гэта, хто мы. Калі людзі там, я читаю, вышла колонна такая-то, я заўжды хочу спытацца, куды яна ідзе. Только и всего, куды яна ідзе. Может быть, важнее от кого? Откуда? Мы уже вышли откуда? Уже 100 разов вышли откуда? Я не ведаю, колькі уже неделю вышли откуда и вышли показать, что мы есть. Есть. Может, там такое откуда, что, в общем, с первого раза не уйдешь. Вот, напевно. Так я тому и кажу, что нация ствараецца, и что самое такое для мяне паразлівае, нельга так сказать, но не вельмі прыемнае, что она якраз таки ствараецца хоть на падмурку бел-чырвона-белага сцяга и погони, но не на падмурку белорусского
каштоўнасці Беларусі. Альбо это Беларусь іншая, якая, ну, будзе іншай. Бо мы все придумали такую, о, Беларусь такая, Великое княжество Литовское, все так классно. А она іншая. І ствараецца іншая. Я до гэтага, может быть, не готова. Але... А іншая какая? Вот такая, якая ёсць, якая размаўляе па-расейску, напрыклад, якая аснована на пратэсце, может быть, на нейкім такім, навошта она это робіць, не знаю, может, это еще дети малые. Смотрите, а если получится так, вот предположим, ну, фантазируем, 2030 год, Беларусь полностью демократическая страна, Беларусь, в общем, встроена там, в мировую экономику и встраивается активно, да? Там прошла реформа образования и все такое прочее. И вот отменены все дискриминационные законы, дискриминационные практики в отношении белорусского языка. У людей, у которых здесь, ну, хотят говорить по-белорусски, на белорусском, у них есть и школы, и детские сады, и университеты, и возможность сделать всю научную карьеру, начиная там, от там, выпускника университета до академика там, Белорусской академии наук на белорусском языке. Да, но при этом сохраняется вот большое количество людей, которые говорят на русском языке. И, допустим, опять же, мы же фантазируем, те, кто говорят на русском языке, они быстро переходят на английский язык. Ну, так, на всякий случай. Вот вы эту ситуацию будете считать поражением для себя? Нет. Это будет поражением моей мары. Але не мяне, калі краіна Мара будзе какая? вольна. Ну мара у меня, как у любого националиста, была национальная, конкретная, ведаете, такая Беларусь, где все по-белорусски, где проститутки белорусские, до речи, до этого мы уже добились, по-белоруску размаўляюць. А где? У нас уже все нормально. Вы якой мэтай цікавіць? Як вызваць? Да, это ж мара была, то есть, калі казалі, што вот, калі менты і прастытуткі загавораць па-беларуску, значыцца ўсё. Край уже там здзейсцілася Беларусь. По поводу ментов не хотелось бы исследовать, а вот по поводу... Я бы... Так, давай ты уже уходишь от темы. Я потом подкажу. Договорились. Хто про это распавядаў. Бо я, ясно, не выкликала. Ну, для моей мары это будет, конечно, такая, ну да, я хотела бы іншого, но я упэўнена, что такое немагчыма. Я упэўнена, что немагчыма и глупо вяртацца там в Великое княжество Литовское, в ты там нават несці гэта як нейкі сцяг. Хотя потому, что оно уже потерпело поразу, оно не перемогло. А что должно было получиться? Вот можете вот, вся страна перешла на белорусский язык, правильно? Нет, ну это такое детячее. Мы сейчас про Мару говорили. Вот Мара какая была? Ну вот по поводу языка. Все переходят на белорусский? Нет. Для мяне мова ўвогуле это другасная. Окей, а главное что? Галоўная каштоўнасць это Беларусь як самастойная дзяржава і, ну, як это сказаць, адчуваць, што гэта твоё. А на якой мове это... Я заўжды, калі пачыналі тут мяне ганьбіць там за маё... Калі я там абараняла расійскую мову, я казала, што калі людзі там гінулі на Майдане, все адно на якой мове они размаўлялі. Па-руску ці па-украінску. Ведаеш, школе не выбірала і там і тое самае, як сёння. Таму, нет, для мяне не то, што все перайшлі на беларускую мову. Это глупство. Все. А что тогда? Вот ощущение... Я сказала просто, что каб дзяржава, яе сцяг і герб былі каштоўнасцю, асэнсаванай каштоўнасцю, за якую чалавек мог бы, ну, я не ведаю, там жыццё аддаваць, конечно, нельга так казаць, но во всякім выпадку альбо ганарыцца, альбо... Я так себе пытаюсь представить, вот как бы это могло быть выглядеть. Вот я был на столетии независимости Литвы. Прям специально приехал, чтобы это посмотреть. И там был маленький какой-то парад, совсем крошечный. Вот. Пару самолетов, по-моему, пролетело. Вот. Но это было как бы все неважно. Важно было, когда заиграл гимн, и я начал оглядываться, а у дедушек тогда холодно было. Дедушки там беретики снимают и плачут, и бабушки, там, и дети что-то подпевают. И все вместе, вот все люди, которые пришли на там, центральную площадь, возле правительства их, вот, они все вот как бы... Я чувствовал такое объединение. Вот, как, знаете, как на Пасху бывает, когда вот Христос воскресит. Ну,
кричат, и там все отвечают воистину. Вот примерно то же самое. Я так понимаю, вот вы об этом моменте говорили, Да, когда вот был бы какой-то момент, не знаю, какой-нибудь праздник национальный, тот же самый 25 соковика, когда вот белорусы собираются где-то в центре, вы заходите, и вы понимаете, что это объединенное общество. Это общество, у которого наполнено общей какой-то большой, мягкой, теплой, объединяющей людей эмоцией. Это об этом? Ну, конечно, это про это. Просто я казала больше такими рубленными и пафосными словами, а вы больше мягкими. Не, просто мне наша картинка представить. Вы говорите, что у меня было ощущение, что Беларусь – это моя. Ну, потому что я индивидуалистка и конкретная... Я в огне не люблю слово «мы». Но, в принципе, я бы хотела, как Беларусь было слово «мы». Вот. А вот у тым, што зараз адбываецца, і я зараз, можа быць, нават не пра там выхады калонай выйшлі, а куды пакуль вот не ведаем, а пра сам працэс, што адбываецца у дварах, вот у этих вот у грамадстве. У ім ёсць праява таго, што вот да гэтага, у гэтым накірунку рухаемся, вот у гэтай мары, пра якую ты казала зараз? Это вельмі складана пытанне ў тым сэнсе, што калі мы рухаемся да дэмакратыі, то в гэтым ёсць ясна все праявы і да як сказаць, вольнага свабоднага грамадства, то безумоўна. Але в тым ты рэч, што там няма нічога звязанага з Беларусью. То есть это вельмі класна. Я вельмі люблю гэтыя дваравыя супольнасці. Я вельмі это, як сказать, вітаю. Я лічу, что это необходимо. Ну, просто это может быть и в Костроме. Вот так вот скажу. Ну, в Костроме быть не может. Вот я это не была вот там. Кажуть про тое, что зараз же ж Ну, нарэшце... хорошо, добра, в Киеве. Тое, што нарэшце зараз беларусы пачалі не саромецца таго, што яны беларусы, а Они ганарыцца. ніколі не сароміліся. Перестаньте вы про этих белорусов так. Яны заўжды были, ведаешь, как русские со знаком качества. Так это и есть стыд за то, что ты белорус. Какой-то белорус, ты что? Не, со знаком якости он. Белорусы ніколі не саромятся, что они белорусы. Я не ведаю, может быть, кто-нибудь такие ведает истории там с войска, те откульсти, но вот я там на каких-то своих всех вандровках и внутри не было этого сорому. Мы вот сейчас со Змитером пытаемся, вот вы говорите, вот люди собрались и вот как-то объединяются, и даже вот своего диктатора как-то помалу шатают туда-сюда. Но это не Беларусь. Не. Беларусь это вот а что? Нет, ну уже ж было... Нет, почему? Это Беларусь. То ты и речь, что это Беларусь. Только ты готова... Я же про это и кажу. Я и казала, что моя Беларусь, она больше такая национально ориентованная, в інших нейких проявах вот как раз таки гордости за свой край, нейких таких ведания своей истории, там, ведаеш, казаць, а Касцюшка гэта наш, там, ну такі дзецкі сад. Я разумею, што это дзіцячы садок, але і што і гэта романтызм. І я таму і кажу, што для мяне зараз тое, што робіцца, оно больш звязана з разбурэннем маіх нейкіх міфаў і мараў, але это рэальнасць. Але вот вот я вяртаюся да гэтых вот двароў, дакладней зараз да дваравых сустрэч. Вот гэтая цікавасць да той же самой беларускамоўнай музыкі. Вольскі з Варашкевічам і Хаменкам. Оказывается, они тут 30 гадоў спявалі, і так класна. Ну і пра што это? А мы вот зараз, да, вот сейчас будем ведаць. А вот, ой, ну и про что это сведчит? Что, люди уже состарились, разумеете, и урэшце наш корреспондент доведался. Ну, это сведчит только про то, что штосьці обуджаецца. Ну, что нарэшце яны про это доведаліся, и зараз вот это вот так вот и пачне развиваться, и будут яны ведаць и вывучаць нарэшце свою гісторыю. Варашкевіч и Вольскі дажыў до гэтага часу, я ў тым ліку. А нет ли у вас такой затаённой обиды? Нет, обиды нема. Ёсць... Ненависть. Ні ў якім выпадку. Не, крыўды нема ні ў якім выпадку. Просто вы не такие белорусы? Ёсць у мяне такое
шкодование про наивность. Вот это так больше сказать. То есть Про их наивность. ну да, про наивность неких таких вот кроков людей, их отказов на некие кроки. Вот, ну, такое, ну, ребята, ну, что вы думаете, что это первый раз было? Ё-моё, ну, вот, ну, почитайте газеты, там, я не ведаю, ну, там, 2010 года, там, почитайте, там, 1996 года про это. Я уже не кажу, что давайте прочитаем про старожитную Грецию и альбо там Францию, разумеется, там период революции. Я уже не кажу туда отсылать. Хотя бы до истории Беларуси. Вот не вот это вот крыто, да, что быцем вот то же самое, як ух ты, Вражкевич есть. Мне не крыўдно, мне вот, бляха-буха, вот такая нация детей таких, которые уже там все, а тут ой, гляди-ка, и это есть, и бьют, оказывается. Ну, некому треба было доведаться. Слушайте, а вы как-нибудь пытаетесь для себя объяснить, а почему они такие? Чому дети весь час? Ну, щиро кажучи, я думаю про это, но поки ще у меня нема чему весь час дети. Самая экстравагантная теория, которую я слышал, говорила о том, что здесь как бы Беларусь на самом деле большое количество болот, а в болотах есть болотный газ. И он как бы наполняет местную эту самую как бы атмосферу, и из-за этого у белорусов все медленней. Ну, тоді, пробачте, помирать мусить поздней, разумеешь? Да уже и жить я маю на Александр увазі. Григорьевич выглядит точно как огурчик. Ну, ось бачиш, є свої плюси. До речі, і в нації є свої плюси в білоруській, на що всім покаже. У меня такое вот адчуванне, что вот Кася схіляецца да такой думкі, ну ці яна мяне схіляе да такой думкі, что вот калі б вот зараз вот гэтага дзіцячага адкрыцця не адбылося, а вот і там яшчэ гадоў 20 вот было тое, што было папярэднія 20 гадоў, сказалі, ну вот так вот такие белорусы вот, ну да, сказали бы, но я... Вот мы рабілі Ну, ўсё, да... што смаглі, вот выканалі сваю місію і вот с лёгкім сэрцам адыходзім, так сказаць. Так не выканали же. А тут вот Никто ж не выканал. Вот, что ж вы, сволочи, вот только сейчас, вот, а? Не так, не так. Вот как раз таки не так. Оказывается, что миссию-то не выканали. Размаўлялі як з дарослымі, оказывается, дети. И вот, ведаете, когда вот Михалок написал песню «Не быть скотом» на верш Янки Купалы, вот у меня так само была думка. Урэшце наш корреспондент даведаўся, что есть такі паэт Янка Купала. И написал верш, які был написаны Купалам, ну, на самом початку яго творчасці, так, дзіцячая, ну, не дзіцячая, а такой вот ура, ну, нават это не верш, так скажем, это такое... памфлет, который можно написать человек, который только что доведался. И тут такой и Михалок доведаўся. А до гэтага, калі пачыналася беларускае, так бы мовіць, такое адраджэнне апошняга там 60-х гадоў мінулага стагоддзя, размаўлялі як з дарослымі. Тот самы Рязанаў, там паэзія Караткевіча, я не кажу, што проза, потому что проза якраз такі дзіцячая, мастакі, ну, думали, что надо, а оказывается, надо учить читать, одним словом, разумеете, надо быть осветниками. А никто, амаль что, ну, не готовы быть вот осветником, там, наставником, так скажем. То есть народ... Почему? Не, народ нормальный, ему плевать на нас, разумеете, а для того, чтобы не плевать, надо быть вот менавіта осветником, вот ходить и дзяўбсці, вот як Багинская, разумеешь? Это же преклоняться можно перед человеком, вот які ідзе і дзяўбе. Вот усе вот гэтыя падвижнікі, так бы мовіць, беларушчыны, яны прыходзілі як прафесара. Да, а трэба было прыходзіць як выхавателька дзіцячая садка. Ну, хотя бы просто, ну, рассказать... группы. Як ведаеш, як поляки кажут, просто рассказать о заходе. Про что размова ідзе, а не адразу загружать там нейкімі там понятками. Оказывается, так, надо просто рассказать, что вот есть такая Беларусь, она вот возникла тады, там, может быть, она еще... Вот я уже починаю, может быть, она еще не узникла. Нельга так. Надо казать, что узникла. И тогда, ну, разумеешь, это інший, як сказать, інший чоловік мусить бути інший підход.
Вот галоўная памылка. Усе там заўсёды казалі, асабліва там палітычныя лідары, нам трэба пайсці, там дэмакратыя, права чалавека, всё. А тут вы неверагодныя! Ура! Да. И все побегли. Это политтехнология, это звычайная манипуляция. Тут нема про что размаўляць, и мы не будем про это размаўляць, потому что люди покрыўдзяцца. Потому что это просто очевидно, скажем такое слово, да? Что это... Мы не будем про это. Але трэба было просто... Да, права человека надо рассказать, что это за права человека, а не просто словозвучение «права человека». Нахрен мне эти права человека? Угу. И увогуле нахрен мне права человека, нават калі мне про іх раскажуць. Добра. Ну вот мы пришли до того, что помыляліся усе и ва ўсім. Не, это только я помылялася. Не все и не во всем. Были люди, которые все робили правильно. Михалок, да, прикладно. Смотри, а вот если взять вот из «Машины времени», послать вам сообщение вот из этого времени, вот тут, когда все начиналось, вы бы изменили бы? Нет. Начали бы как-то на детской гитарке? Нет. Это была не я. Я скажу, это мусить быть инший человек. Я бы... Может быть, просто я бы так долго не билась головой об стену. Но это инше уже. Ну, а что бы вы изменили? Замест «Мы стояли в чарже по хлеб», якую бы ты песню написала? Проще надо быть. Я не ведаю. Там мы, белорусы, хорошие люди. Да, вот типа... Так не мы, белорусы, надо спочатку рассказать все это. А мы, белорусы. Да, все, кропка. Знаешь, и это повторить, ведаешь, трэба шмат разоў. И как Богинская, как... Да. И шмат, только это была бы уже не я, но я маю на увазі. И так вот повторить. А вот... Так, привыкли, теперь наступное. А вот к нам приходили социологи, такие прям вот социологи, прям вот социологические социологи. И они говорили, что если смотреть на то, как белорусы объединяются, вот то, что как они вот понимают себя, там может быть все плохо. Но вот то, как они объединяются, как они используют современные средства связи, там, социальные сети, там, мессенджеры зашифрованные, как они используют VPN, там, всякие вот способы обхода вот, давления власти, как они научились реагировать на пропаганду, там, и так далее. Все у них по-взрослому. Это все у них хорошо. Когда нужно вот собрать деньги на помощь, там, да, там еще что-то. Я уже несколько раз говорил, по-моему, я наврал, но, по-моему, это в «Гардиан» было. Большая статья. Британцы, они все уже в этой жизни видели, да. Но вот для них это был невероятный кейс, случай, когда какая-то неизвестная страна, про которую никто ничего не знает. Вот, непонятно, есть ли она на самом деле. Может, кто-то ее придумал. Значит, люди из этой страны за неделю собрали 2 миллиона фунтов. Они посчитали. За неделю 2 миллиона фунтов. Так никто не собирает. Да, на помощь каким-то вот этим вот своим людям, которые сражаются за демократию. Это очень по-взрослому. Извините, я перебью. Есть такая Анна Эппельбаум, очень известная интеллектуалка, и она в своей статье для The Atlantic написала, что белорусов можно сравнить только с гражданами Гонконга. Настолько они рафинированно и утонченно сопротивляются. Так вот выдатное параўнанне. Я же сказала, что они дети в беларушчине, а не дети увогуле. Разумеешь, дети в беларушчине, а не дети увогуле, як грамадства. В тым-то і рэч, што грамадства ствараецца, нацыя ствараецца вельмі хутка. Мы же... Просто вы тогда пытались как раз-таки про идеальную там Беларусь, и я там сказала, что дети. А тут нет, тут все по-дорослому, и сувязі по-дорослому, и выкарыстанне технологий новых и так далее, и адносіны по-дорослому. Тут все сур'ёзна, все. Мои сябры з іншых краінаў кажуць, как вы нам показываете прыклад. Я кажу, чаго прыклад? Прыклад того, как минуючи этот траханный национализм, это траханный национальную державу, становиться урэшце классными, сур'ёзнымі людьми сусвету. Вот той будучыні, да якой яны, інтэлектуалы, дарэчы, там, польскія, нямецкія,
ірландскі да гэтага не імкнуцца, разумееш, пакінуць это нацыянальнае, гэта рэлігійнае, а вот якраз таки быць такімі, вот вы это все перакрочили, и вы идете. А мне, понимаешь ли, крыўдна, что мы это перакрочили. Вось у чым запиндзяра. Вот только ў гэтым. А то, что ствараецца новое, и, может быть, мы правда... И чему нас поравнали с Гонконгом? Потому что нету такой нации гонконгской. И вот я сейчас дофига читаю текстов. Есть гонконгеры. Гонконгер – это то же самое, что и австралиец. Нету такой нации. У них есть ощущение, что мы вместе. Это другое. Это как и американец. Но нету такой нации. Разумеешь? Они как американцы. А я тебе сказала только про нацию. Даже американец, любой американец, который народился в Америке, уже у меня там есть там нават свояки, там у них там муж народился, но он завжди скажет, что у меня папа поляк, а мама литовка. Хотя он уже народился, ему уже 75 годов. Разумеешь? А нация все одно там где-то присутнічае. Он этой Польши один раз убачыў у свеце, в Литве был только там уже... Разумеешь? Але. А нации такой нема. А я хотела нации. Ну, а вот потому что ваша программа называется «Национальная идея». І калі мы узгадали нарэшце про тое, як называецца і што ўсё ж таки мы тут спрабуем намацаць, так вот, ну, нейкая ідэя нам вот на сённяшні момант патрэбная ці не? Вот тады атрымліваецца, ствараецца нацыя ці не ствараецца, ці вот грамадства, якое пераскаквае. Ну, зноў мы вяртаемся, нафиг нам ідэя. Мы вакол гэтай ідэі будзем что-то потым на яе нанизывать. Смотрите, вот вы же сказали, что вот белорусы как дети, и что у них все очень... Это в белорусчине. В белорусчине как да, дети. Вот, но у них там все, во всем остальном все хорошо получается. И вы сказали, что вот ваши знакомые из Польши говорят, что типа вот как у вас здорово, вы без всякого национализма все строите. Так если эти дети распробуют национализм, может быть, будет хуже, чем... Может... Вот, ведаеце, я тут понаписывала себе этих самых, и я написала, зараз ствараецца нация, и ці готовы мы побачить и жить разом одной нацией. Вот это я написала. Ці готовы мы. Ці это будет. Я не ведаю, тым-то и речь. Что, бо вся Европа нам зараз показывает, коли я пыталась как раз перед программой, как раз таки у своих там интеллектуалов таких вот, есть у них понятки национальной идеи. Они кажут, нет, такого понятка, зараз во ужитку, такого понятку нема, ну погляди там на Лепена, погляди на ПИС, погляди на что. Да, они называют это иначе, но принцип-то тот же самый. Разумееш, і ці трэба вам эта нацыянальная ідэя, гэтая нацыя? То есть, кажуць яны мне. У вас ее нема, и дякуй Богу, вы будете жить свободными людьми, над вами не будут это самое, там, Deutschland über alles, альбо там, Польша до поляков и так далее. У вас будет все классно. И вы нам показываете, як нам жить. А яно ўвогуле магчыма, вот калі взять такое... гістарычнае развіццё нейкай супольнасці, калі ўжо там... Вот, понимаешь, калі я так згадываю... Получается, как бы они, белорусы, как дети, ну, то есть со стороны это может показаться, что это большая мудрость. Да, люди как-то вот очень искусно обходят национальную повестку, понимая, что эта национальная повестка, если ее неправильно приготовить, если ее неправильно коснуться, то, в общем, ничего... Страшная речь. Будет страшная речь. И со стороны это показывается как такая, знаете, умудренность большим опытом. Может быть. Вот. Но... А вы говорите, что это как бы не умудренность. Это детскость, которая... А дети вельми мудрые люди, я хочу сказать. Для того, что не атрымаецца, так что с дзяцінства адразу пераскочыць у якой-нибудь вот... Ну, не старость, но нейкі такі... Не, так, з дзяцінства... Без юнацтва. Нет, я не ведаю. Калі браць нацыянальныя дзяржавы, то гісторыя нам такіх прыкладаў не дае. Але калі браць выспы, там, азёра, альбо такія мацярыкі, куды там ссылалі ссыльных, то нам дае там, где такія всякія прыклады.
где, постоянно развивалась одна и та самая нация, я таких прикладов не ведаю. Так, может быть, это такая специфика белорусов. Потому что сколько я прочитал про белорусов, я постоянно что-то читаю про белорусов. Бедные. И люди постоянно, и все люди, которые пишут про Беларусь, исследователи, которые пишут про Беларусь, да, они пытаются найти слово синоним особенный. Так все особенные. Не, как здесь, нигде. Вот как... про что вы кажете? То есть вот мы Слушайте, богом обранные народы – это кожаный народ. Кроме белорусов. Они вообще про это не говорят. Не, мы никакие не избранные. А сами дулю в кишені тримають, і говорять, ми-то знаем, кто тут. Они даже дулю в кишени не тримают. В общем, грубо говоря, вот обычно, знаете, есть, допустим, вот мы спрашивали политолога, Беларусь на что-то похоже? Они сказали, я прям сам интересовался, чуть-чуть на Молдавию. Как в Беларуси, есть чуть-чуть в Молдавии, а больше нигде. Да, там, допустим, вот скорость, с которой белорусы становятся начало прошлого века. У всех соседей, там, революция 1905 года по всей Российской империи, у всех соседей требования нам, пожалуйста, язык, кроме белорусов. 1905 год, нам никакого вот этого языка нам не надо. Тут свое какое-то особое пространство, оно по своим каким-то законам существует, не похоже ни на литовцев, хотя тут я сегодня только осознал этот факт. 170 километров. Не-не-не, то, что от Минска до Вильнюса ближе, чем от Минска до Гродно. Конечно. Это же... Это самый ближайший великий город. Прочь Могилев. Да, но там совсем все по-другому идет. Да, в Киев, там это вообще другая планета. Минск и Киев – две планеты разные. Не, это конечно. И при том, что, даже если в Ижевск к своим знакомым удмуртам приеду, у удмуртов будет по-другому. То есть, у удмуртов будет больше общего там с эстонцами. По динамике. Это ясно было. А здесь другая, знаете, все планеты вокруг Солнца, и одна отдельная планета по своей какой-то специфической траектории летает. И, может быть, в этом и есть такая... Миссия. Но это уже, видите, вы навіть жидов перегнали своим этим. Жидов этих габреев. Это не Лаенко, который уже настолько Богом избранный, что мы уже еще далее за их пошли. То есть, может быть, здесь в самом деле им и не нужно это ничего. Им достаточно каких-то универсальных штук типа права человека, право собственности, свобода предпринимательства, социальные гарантии для неимущих. Значит, программа ваша мусить иметь іншие названия. Национальное просто выкресливаем. Все. Идеи. Все. Так атрымліваецца с ваших словов вынікае. І это, дарэчы, гэта можа быць цалкам. Я ж про это и казала, что выкрысталлізоўваецца нацыя, якая для мяне может быть не та, як я хотела, а она есть. Вы-то думали, что здесь будет как в Литве? Типа. Или как в Латвии? Или хотя бы как в Украине. То есть вы рассчитываете, что здесь будет как в Украине, а тут белорус начинает объединяться, и Украиной даже не пахнет. И зато не пахнет... дзікунствам, гвалтам і падпаламі і так далей. Разумееш, што ёсць жа і плюсы, і мінусы ва ўсім гэтым. Якраз таки в тым, што они мы обходили, так і абходзім. Разумееш, так і абходзім вітрины, якія не б'ем. То есть, в итоге получается, что это национальная идея здесь в отсутствии вреда, который мог бы принести нам национализм. Да. Офигеть. Мы додумались до таких, что ведаешь, это надо мало того, что записать, так еще кому-то продать, потому что это вельми добрая идея. У нас такая нация, что от национализма мы страдать не будем никогда. У нас его не будет. Это наш национализм. Полное отсутствие национализма. Да, полный национализм. Слушай, я вам хочу сказать, меня не побьют. Нет, давайте на чем-нибудь иншим. Так как они побьют? Они же все равно не поймут, они как дети. Нет, так у меня же все равно есть сябры националисты. Добре. Тады на заканчэнне это вырежем, это не было. Не надо вырезать. Это самое лепшее. Это то, что... Чекайте, это самое лепшее, эти за это побьют. Почекайте, это хорошо, коли побьют.
Я хочу сказать, Наконец-то за что-то это такое. можно вырезать только в тым выпадку, калі мы вырашым это камусьці прадаваць. Мы это выражем и дадим особной такой промо-версии программы. Кася, За деньги у вас есть... деньги. Нет, деньги не это. Дарэчы, это правда пытанне мяне цікавіць. Не, у вас няма такое, что можно замовить вырезанные... Это вельмі классно, это уже мне как продюсер, я вам говорю. Вырезанные с программы там, ну, за ерунду какую-нибудь, за 20 рублей там, за 15. То, что вырезано с программы, как человек мог поглядеть. На рингтон, Да. на мобильный. Так, давайте вот эти вот наши... Скажите, что я могу у вас Эти бизнес-проекты, вот давайте мы так вот... Слушай, извини, я захватился. Идет колонна националистов с криками «Никакого национализма». А здравствует отсутствие Так, национализма. чекайте, мы мусим еще ж таки Ну, вот бачиш, подвести... и ты пошел в мастацтво. А вот не заразумеют. Сапсуе Разумеешь, мастацтво, не это надо уже ему туды ходить. Это уже чистое. Разумеешь, такое чистое мастацтво, якое... Аж прозрыстое. По-моему, этого мастатства, вот сейчас на улицу выйди, они там все такие мастаки. Вот когда сказать, что типа хочешь такую нацию, чтобы без национализма, они все за. Ну, типа, вот, как бы, вот это... Слухай, так знаешь, что ты, можно спытаться у поляков, хочешь такую нацию без национализма, и они, амаль что все будут за. Вот, ну фиг им. Вот, да, только нам. Только в Беларуси. Так, давайте. Хай не национальную, просто белорусскую идею от Каси Комоцкой. Белорусская идея. Белорусская идея. Хорошо, Сегодня... идею от Каси Комоцкой. Не, слухайте, сегодня же день народжения. У нас не сегодня выйти. Идея национальная, что мы разом все летим до зор. Сегодня день народжения Богдановича. А Гагарин был этим самым белорусом, на самом деле. Да, а Гагарин летел на ракете понад нашим двором да садом. Одним словом, не. Идея только одна. Ніколі не спыняцца, ісці наперад, і галоўнае – любіць сябе, сваю краіну, сваіх сяброў, людзей і ўвогуле любіць. Одна ідэя. За любоў. По-беларуску. Тост. Дякую. Тост. Просто. Дякую вялікі. Кася Комоцкая, падаруначак ад Ідэі Ікс, Еўрарады і крамы Сімваль Бай. Вось такая ідэя, такая спрэчка. Не дзіцячая, скажем так. Кася Комоцкая, Максим Горунов, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас. Дякую всім.